привет! Меня зовут Султан, я предприниматель, занимаюсь финансовым консультированием малых бизнесов, и у меня также есть мебельная компания. Ребята, давайте поговорим про продажи, так как продажи являются сердцем вашего бизнеса. Если с продажами что-то будет не так, тогда вы не можете назвать себя бизнесом. Продажи – это единственное действие, которое приносит деньги в ваш бизнес. Поэтому давайте начнем. Мы начнем вообще с понятия воронки продаж. Воронка продаж – это поэтапное введение клиента к вашему целевому действию, то есть к продаже. Воронка продаж состоит из 5 этапов. Первый этап – охват, дальше интерес, затем продажа, затем предоставление продукта и последний этап – это повторные продажи. Давайте пройдемся по всему более детально. Первый этап воронки продаж – это охват. То есть это этап, когда вы делаете так, чтобы о вас узнало как можно больше людей. Здесь вы можете использовать разные инструменты. Это может быть реклама в социальных сетях, это может быть наружные вывески, да, там вдоль улицы, это могут быть онлайн-платформы наподобие Тугис или TripAdvisor. То есть вы делаете так, чтобы о вас узнало как можно больше людей. И из этих людей дальше как можно большее количество людей должно перейти во второй этап. Это этап интерес. Когда люди не просто узнали о вас, но еще и заинтересовались вашим продуктом. То есть упаковка, допустим, ваших социальных сетей или упаковка вашей входной группы, чтобы люди видели, что у вас красиво, и они захотели к вам зайти. Или упаковка вашего товара, чтобы люди заинтересовались и захотели его купить. То есть упаковка – это то, что привлекает к себе внимание. Дам вам лайфхак по упаковке социальных сетей. Допустим, если вы занимаетесь там эко-отелями, тогда вы можете в своих социальных сетях снимать контент, показывая, как, допустим, молодая семейная пара отдыхает в вашем отеле и получает наслаждение. И невольно ваша целевая аудитория, увидев данный контент, тоже захочет получить похожие впечатления. То есть вы должны сделать так, чтобы как можно большее количество людей заинтересовались вашим продуктом. И только после этого мы переходим к этапу продаж. Мало того, что о вас узнали, после этого вами должны заинтересоваться, и только после этого вы должны продать своему клиенту ваш продукт. В этапе продаж играют роль два ключевых фактора. Первый фактор – это ваша уверенность в продукте. То есть вы должны быть фанатом вашего собственного продукта. Допустим, если это у вас товар, вы должны быть настолько в нем уверены, что вы заражаете данной уверенностью вашего клиента. Если у вас не будет такой уверенности, тогда ваши клиенты тем более не будут уверены в вашем продукте и не будут у вас покупать. А второй фактор – это четкий сервис, да, то есть вы должны его предоставлять максимально быстро. Допустим, если вы работаете, продаете через онлайн-переписки, тогда вы должны давать ответы своим клиентам максимально быстро и четко. И также в сервис входит понятие ведения диалога, да. То есть не должно быть такое, что, допустим, клиент поинтересовался вашим продуктом и спросил, сколько стоит ваш товар, и вы просто ответили 80 тысяч. На этом диалог закончился. Вы таким образом будете много недозарабатывать. То есть вы должны вести диалог. Дальше могу привести такой пример. Допустим, у вас там поинтересовались товаром. Вы ответили, цена 80 тысяч. Дальше вы должны задавать наводящие вопросы. Хорошо, цена нашего продукта 80 тысяч, а подскажите, для кого вы смотрите данный товар? Для себя или в качестве подарка? И клиент может ответить, допустим, в качестве подарка. Дальше вы спрашиваете, хорошо, а для кого вы ищете данный подарок? Допустим, жене. Хорошо, можем предложить вам такой вид нашего товара или услуги. Подскажите, вам это подходит? И клиент отвечает «да». И только после этого вы можете сказать: хорошо, давайте произведем оплату и совершим нашу продажу, да, предоставим продукт. Следующий этап – это предоставление самого продукта. То есть вы должны давать реально качественный продукт либо услугу. Как это обеспечить? Самый главный инструмент здесь является NPS. NPS – это обратная связь от клиентов, это анкетирование ваших клиентов. То есть вы должны узнавать, что клиентам нравится в вашем продукте, а что не нравится. И после этого усилять сильное и дорабатывать недочеты. Если вы будете постоянно собирать обратную связь от ваших клиентов и дорабатывать ваши недочеты, тогда у вас получится реально качественный продукт, который приведет к тому, что у вас появится много повторных продаж, что является нашим последним этапом воронки продаж. Повторные продажи – это очень выгодно.
То есть, если у вас будет качественный продукт и будет очень много повторных продаж, тогда вам один клиент будет приносить не 100 тысяч тенге, а 200, 300, 500 тысяч. То есть, с каждого клиента вы будете зарабатывать в 2-3 раза больше. Это были 5 этапов воронки продаж, и давайте поговорим про последний пункт, о котором я вам хочу рассказать. Это современные тренды в продажах. И современное бизнес-сообщество пришло к тому, что нужно вести детальную статистику по воронке продаж. То есть вы должны ввести учет, сколько человек, допустим, узнали о вас в этом месяце. Допустим, о вас узнали 1000 человек в этом месяце. Из них заинтересовалось вашим продуктом 500 человек, а купили 100 человек. И вы должны делать все для того, чтобы повысить ваши продажи. А это можно сделать двумя способами. Первый способ – это повысить просто количество в первом этапе. Допустим, о вас должны узнать не 1000 человек, а 2000. Тогда заинтересуются не 500, а 1000 человек. И тогда у вас купят уже тоже человек 200, да, допустим. То есть таким образом повышать продажи. Либо есть второй способ. Вы можете работать с тем, что имеется. Допустим, о вас узнали также 1000 человек, но вы должны сделать так, чтобы в следующие этапы воронки попали еще больше человек. То есть о вас узнали 1000, но теперь заинтересовалось не 500, а 600 человек. Да, вы там улучшили упаковку. И тогда у вас купят не 100 человек, а, допустим, 120. Это тоже рост в продажах. И также будьте готовы, что вы встретите кучу возражений от ваших клиентов. Давайте возьмем такой пример. Вы производите посуду из дерева, и ваш клиент говорит вам дорого. Как работать с такими возражениями? Самое главное правило – это соглашаться с клиентом. Ведь если вы уйдете в отказ и будете говорить, нет, там, мой товар недорогой, то есть это нормальная, справедливая цена, тогда несогласие порождает несогласие. И клиент тоже захочет как бы вам сказать нет. И у вас просто начнется спор, который не приведет к ключевому действию, к продаже. Также это работает наоборот. Если вы хотите совершить продажу, вам нужно соглашаться с клиентом, то есть говорить «да». Допустим, как бы я обработал данное возражение? Я бы сказал, да, это дорого, но именно поэтому у нас будет самое классное качество данной посуды, и именно поэтому мы вкладываем любовь в наш товар. То есть, таким образом, вы можете использовать это возражение как возможность больше рассказать о вашем продукте. И тогда клиент тоже захочет с вами согласиться и купить у вас. Либо давайте возьмем другой пример, другое возражение. Допустим, вы занимаетесь эко-отелями, и ваш отель находится далеко. И ваш клиент говорит, ну блин, это далеко, нам неудобно. Я бы обработал это возражение таким образом. Я бы сказал, да, совершенно правда, это далеко. Но разве вы не хотите отдохнуть от городской суеты, побыть на природе? У нас тут очень живописная атмосфера, да, природа, вообще все хорошо. И опять же, мы используем данное возражение как возможность еще больше рассказать о продукте и еще больше разжечь интерес у клиента к вашему продукту. Поэтому не бойтесь ваших возражений. Если вы будете продавать только тем, кто готов сразу оплачивать, у вас будет меньше продаж, если вы будете обрабатывать возражения и продавать намного больше. На этом все. Помните, что продажи – это сердце вашего бизнеса. Постоянно работайте над ними, улучшайте ваш механизм продаж, улучшайте вашу упаковку, делайте так, чтобы как можно больше людей узнавали о вас. Работайте над качеством вашего продукта и делайте повторные продажи. Это очень важно. На этом я с вами прощаюсь. Успехов вам в продаж, и пусть у вас будет очень много продаж.